Всем привет! Сегодняшний выпуск мини-воркшопа посвящен одной из, казалось бы, самых бесполезных тем – определению цели актерского пути. Казалось бы, зачем определять своей целью режиссера, который работает на другой стороне планеты? Или продюсера, который работает на одной из самых высоких и недостижимых вершин киноиндустрии? Ведь можно просто наслаждаться процессом творчества и не задумываться о результате. Но погодите переключать канал и вспомните, о чем мы говорили в нашем первом выпуске. Для того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, нужно как минимум быть к этому готовым. Надеяться на то, что случай подвернется сам собой, и ждать у моря погоды – вариант не для нас. Определяя свою цель и ставя перед собой, пускай очень далекий, но все-таки маяк, мы как бы прокладываем себе самый короткий путь к своей мечте. Вашими целями могут быть режиссеры, продюсеры, кастинг-директора, с которыми вы хотели бы поработать, или какие-то определенные проекты. Но прежде чем намечать цели, нужно разобраться с текущей ситуацией, то есть с вашим актерским типажом, уровнем проектов, в которых вы сейчас работаете, и общей ситуацией на вашем кинорынке. На полном воркшопе «Менеджмент киноактера» мы подробно разбираем, как актеру изучить все вышеперечисленное, зачем ему это нужно и как потом с этим быть. Предположим, вы уже все изучили и вас все устраивает. Нам остается вас поздравить. Другое дело, если вам не нравится текущая ситуация, вам хочется работать в проектах другого толка, может быть, с новыми кастинг-директорами или вообще на другом рынке. Тогда мой первый вам совет – изучите свои цели. Если ваша цель – хороший продюсер, тогда посмотрите, с какими проектами он работал в начале своего пути, с кем он работал и с кем работает сейчас. В первую очередь это поможет вам определить все общее, что у вас есть. И в конце концов, актер соткан из чувств и предчувствий. Вы сами почувствуете момент, в который вы будете нужны своей цели. Ведь одно дело стучаться во все двери подряд, а другое дело быть желанным гостем и прийти на помощь. Определение своей цели или, если хотите, мечты в один момент сделает вашу жизнь легче. Ведь теперь вы больше не будете стоять перед мучительным вопросом, сниматься или нет, стоять на своем или пойти на компромисс. Ваша цель, как маяк, всегда укажет вам дорогу в самую неясную погоду. Абсолютно легко не бывает никогда. Возьмем типичную ситуацию для актера. Коллеги снимаются много и постоянно, а я нет. Но ведь если ваша цель – авторское кино, то вас не будет беспокоить или волновать то, что ваш друг-актер снимается каждый день в сериале. И наоборот. Пускай вас не пугает то, что первое время между вами и вашей целью будет целая пропасть. Иногда нужно искусственно поднимать себя на новый уровень и упорно трудиться, чтобы трудное стало привычным, привычное легким, ну а дальше вы знаете. И прежде чем мы расстанемся до нашего следующего выпуска, я хочу вам напомнить секрет, известный всем. Чем больше цель, тем проще в нее попасть.